Насколько важно не просто освоить, но и прежде всего исследовать Арктику. Сегодня понимают и ученые, и государственные деятели. А потому такие встречи более чем актуальны. У огромной территории от Кольского до Чукотского полуострова до сих пор немало тайн. Если бы окрасить в какой-то цвет, конечно, у нас не белые пятна, а такие беловатые, белесоватые, но и вся Арктика, в общем, требует постоянного внимания. Тем более, что сейчас в Арктике происходит громадное изменение в связи с таянием мерзлых пород, опускание немножко мерзлоты, происходит трансформация ландшафта. Это особенно опасно при возрастающем все время техногенной нагрузке. Интенсивное развитие нефтегазодобывающего комплекса на севере России влияет на состояние экосистем. На крайнем севере они наиболее хрупкие и уязвимые. Как сгладить негативный эффект? Там, где идет интенсивное развитие нефтегазодобывающего комплекса, птицы оттуда уходят. Это воздействие человека. Но в заповеднике, где вся хозяйственность запрещена, там идет увеличение численности птиц. У нас такой уже прецедент был белощекой казаркой. Есть такой вид, который был занесен в Красную книгу. Ненецкого округа, помню. Сейчас этот вид вывели из Красной книги, он охотничьим видом стал. Даже традиционное оленеводство, слишком активное, может спровоцировать вымирание биовидов. Пастбища Ямало-Ненецкого округа, например, уже не выдерживают. И в некоторых случаях возрождение лишайников невозможно. Наши ученые внедряют приемы ускоренного восстановления природных комплексов, а также работают над следующим изданием Красной книги региона. Она выйдет в 2019-м. И на этот раз за ущерб месту обитания или физическое уничтожение редких видов правительством Коми будут введены так называемые таксы. В Красной книге Российской Федерации таксы эти есть. И, надо сказать, для ряда редких видов животного мира они очень большие. Ну вот, например, для хищных птиц, сапсана, кречета, эти цифры исчисляются сотнями тысяч рублей и даже свыше миллиона рублей, потому что эти виды браконьерские вывозятся в Арабские Эмираты, очень востребованные, но у нас этих видов становится все меньше и меньше. 13% в республике – это особо охраняемые территории, самый высокий показатель по северо-западу. Но работая по программе развития ООН, биологи Коми выяснили, и этого недостаточно. Казалось бы, скупая на краски, природа полярного Урала богата редкими растениями и животными. И единственного хребтового заказника для этого района Крайнего Севера мало. Мы очень заинтересованы, чтобы наша работа, сотрудничество ученых и управленцев была бы результативной. Нам бы хотелось, чтобы объем Красной книги все-таки снижался. Там должны быть включены, предусмотрены эффективные меры по охране и защите нашего видового разнообразия и редких видов. Свои предложения ученые уже направили властям региона. Однако образование заказников местного значения – процесс длительный и требует согласования на федеральном уровне. Ольга Коняева, Олег Костромин, телеканал Юрган.